Давай, давай, Григорьевич. Есть. Хороший. Григорьевич. Давай, давай, без фанатизма. Григорьевич так крутит этой катушкой. Григорьевич, давай, 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 красавец. Поднимай, Григорьевич. Молодец. Ребята, вон, смотрите. Вон, смотри, когти нормальные. Не, это росомаха, Григорьевич. Смотри, небольшой. А это лось. Вот, спотыкался. По вырубу гуляет сейчас по осени. Вон. А нет, медведь, Григорьевич. Медведь, да? Походу мамаша где-то там шла, а медвежонок вон здесь. Ну давай пошли. Вон здесь. Ребят, всем привет. Сегодня у нас таежный выход с Григорьевичем в далекую тайгу, непролазную такую, тяжелый поход. Ну, ждали с Григорьевичем, пока похолодает немного. Вот сегодня первый заморозок, 0 градусов примерно, вот Саини видно. Идем на 2 дня, может и на 3. Как с рыбой будет, непонятно. Но идем за Харюзом. Пути уже полчаса, наверное. Заход до реки, наверное, километров 5. Ну и тяжелые дебри, болота, бобрины, дыры, ямы и так далее. Тяжелый ход, большая трава, ручьи, болота. Сейчас идем по вырубу, заходим. Много следов. Много следов. Вон, смотри, опять ходил Григорьевич. Вот. Идем, смотрим следы. Уши мерзнут. Первый заморозок. Короче, как-то так, ребятки. Но я думаю, будет здорово. Лось. Не, вообще свежачок. Аж пар идет, я тебе скажу. Ну, наблюдаем, зверя много, ребята, вот здесь. Так что поход сложный. Я с Григорьевичем. Григорьевич у меня проводник по этим местам. В прошлом году мы с ним ходили и зимой, и осенью. Есть видосы на канале. Короче, с прошлого похода я похудел на 3 килограмма. Сейчас посмотрим, как сегодня будет, как в этом году будет. Так что заходим. Ну сейчас нормально по суше, согласись. В прошлом году ходили с тобой. Лось ходил, смотри, Григорьевич. Лось ходил. Переходил лось. Вон здоровые следы, смотри. Бац, бац, бац. Гулял. Это закон подлости, Григорьевич. На рыбалку иду зимой. Глухари под нос садятся, понял? Возьмешь ружьишко, думаешь, туда-сюда. А вообще ни души не видишь, блин. Здорово. Ну вот, что вон чуть-чуть только так запорошилось, знаешь. А так свежак вообще. Ну вчера может вчера. Вот он слога шел, слышишь? Просто пронесся, блядь. Ну да, с просеки он прошел. А сейчас гон, видишь, сейчас начнется. Григорьевич. Ну вот так, ребят, продвигаемся. Рябчики только с-под ног слетают. Но ружьишки не брал сегодня. В прошлый раз брал в такой поход. Слишком тяжело таскать его постоянно. Пока идем. Ребят, проходим делянку. Стоят две такие, ну как не избушки, а лесники здесь
обедают, греются и так далее. Вот они такие на санях, их завозят на тракторах. Сейчас немного посмотрим. Вот самодельные, такие как сани, на тракторах зимой их затаскивают. Просто уже мы недалеко от реки. Может, ночевать будем. Печечка хорошая, бля. Дрова вон море, о, бля. Под ногами. Случайся вот так. А тут дров-то вон, смотри сколько. Да я говорю, дров, говорю, море. Калиненько. Ты засеки. Это сколько тут? Сколько времени от этих сейчас этих пойдем, да? Сколько времени от этого уйдем до реки? Да не должно. Давай еще. Вот здесь посолить не будет, слышь? Григорьевич, здесь посолить не будет. О, здесь вообще шикарный столик, смотри, есть. И кастрюлька. Посуда, походу, есть. Ну вот, здесь можно. Туда спать-то. Вон, тут как раз 2 дивана. А где? Ну один-то тут можно. А тут-то валенки, вон, чайники, вот даже. Вон дровишки. Ну тут вообще ништяк, смотри. Она и обшита, видишь. Можно тут, да. Киморной. Ты вон тут разляжешь, я как, Ну, как, давай, как давай, солдатик. давай, Эх. Хорошо. Баннер. Бери, ставь дрова и все. Костерок сделал. Время. Палка стояла, Григорьевич. Ага. Давай засекай время и... Засекай, мы часов далеко. Ага. Что, ребят, засекли, получается, время 10 минут ходьбы. Ну, такого нормального темпа под гору до реки. Ну и вот дошли до избы, которая, как называемая, изба проходная. И все, и хана уже, ребят. Ночевать здесь, наверное, не получится. Вот такая крыша. Крыша, дрова заготовлены, Григорьевич. А? Да, отсюда дальше не пойдем. Что? Да, тут и можно переночевать. Конечно. Да, вот только эти ветки, бля, прошлогодние. Это, бля, что еще здесь? А тапочки где мои, бля? Коры вон заготовили. Дрова. Дрова есть, нахуй, что, бля? Ты где, нахуй, что? Вон, тут можно колоть, тут, бля, березы, нахуй, море, нахуй. Это прошлогодняя береза, бля. Они, может, отсюда привозили, нахуй. Не знаю, на чем привозили. Бля, тут. Все, нахуй, здесь и будем. Спать просто опять на Слушай, этих. а тут, вот сюда, смотри, тут тепло, тут, наверное, видать, тут сегодня только ночевали. Бля. А нет, тут тепло, Григорьевич, да. Да нет, нахуй, сегодня, видать, не были здесь. Ну так все равно относительно тепло, да? Ну да. А вон баланы поставили, видишь, новые. Это что? Да. Вон баланов же не было. Вон Да, так. был. были? Был этот, да. Я тут первый ставил нахуй. Маленький был, я сюда пришел, бля, этот, упавший. Нары просто беспонтово. Опять спать на этих дощечках, бля. А чё, бля? Можешь туда идти, нахуй, я тут. Все, ребят. Погнали, Григорьевич. Начинаются приключения. Вот такие поймы. Непроходимые кущи. И так далее, и тому подобное. По всему маршруту будет вот так. Хуже, лучше. Какие-то завалы бобриные. Роса вот это. Здесь, видать, не ходили. Ини еще вон. Ини, да, вон. Не знаю, ребят. Рыбалку буду снимать на экшн камеру, так что такого контента сильно не будет. Потому что здесь находиться это уже хорошо. А еще снимать, но это очень тяжело будет. Все. Мы, ребят, погнали. Погнали в двухдневные или трехдневные путешествия. Сейчас, ребят, значит, в течение часа поднимаемся на Верховье. Потом будем спускаться по реке. Это займет всего лишь час, а по реке будем спускаться целый день. Возвращаемся сюда. Тут ночуем. И завтра идем ниже. Ниже, ниже, ниже. Второй день, может, будем ночевать в лесу.
или поедем домой. Ну, пойдем. Маршрут сложный, нелегкий. Удивляюсь Григоричу, 65, а он молодой как бык. Много груздей, ребят, попадается. Правда, грудь сухой. Ну, может, и нормальный грузди есть. Ну, сейчас не для грибов, реально. Такой гриб ты не соберешь. Вон там еще много. Григорьевич, груздя много. А? Груздей много. Сухие. Сухие, там вон сырые были. Нормальные. Фу. Это подъемчик, бля. Злой подъем. Вон еще Григорьевич раздавил. Вон чага. Может чаи гонять. Мочегонка, ребят, хорошая. Для почек очень полезно. Ладно, прям. Вот, ребят, доползли до речушки. Это речка, да. Это речка. Кто-то, может, назовет ручей. Но это речка. Таежная речушка, ручей. Да, на юге Республики Коми, ребят, с Харизом не так важно, но вот так пробираемся, чтобы поймать вот эту таинственную рыбку. Понюхать огурца, так сказать. Все, начинаем потихоньку рыбачить. Остынем. Добирались 2 часа пешим. Прошли около 7 километров. Вот, ребят, вторая яма. Вот такая удочка 3-метровая. Это от Даймира подарок. Большой поплавок. И червяк. Ну, еще сделал поводочек. Мушечка от Мазая. Короче, удочка собрана от подгонов. Чем удобно такая удочка в таких местах вот забрасывать. Вот так, допустим. Куда тебе надо. Ямы вот такие небольшие. И опять же идет ручей. Первую яму завалила. Достойно так. Там не смогли порыбачить. Пробуем. Пока ничего не видно. Ничего не булькает, не плюхает. Не знаю. Харю здесь есть. Такой жаренок. 400 грамм. Григорьевич на 600 ловил. Так что, короче, пробуем. Взял, ребят, первого харюза. Да. Взял Григорьевич? А ты его взял? Да. Какой? Хороший. Ну вот. А ты говоришь, да. Тихо, 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 красавчик. Бля, слушай, кое-как его выпер, я тебе говорю. Григорьевич. Ясь, блядь. Григорьевич, Ну, достойный? нормальный. Червя взял, бля. Ну, сколько там примерно? Ну, не знаю. Пошел так пошел, слышь, я тебе скажу. А ты, Григорьевич? А? Ну, фотографирую. Брат. Куда взял? Ах, красавец. Ставлю. Взял он с-под этого, с-под коряги. С-под коряжки взял. Достойный харюзок, достойный. Для таких вот такие ручьи, ребят. О чем базар? Да, Григорьевич? Фотографируешь, да? Ну как фотографирую? Снимаю. Блин, все, мне, короче, мандраж попер, Григорьевич, я тебе базарю. Достойный, вообще хороший. Ну такой тут грамм 400 в нем есть. Огурцами запахло. Блин, нормально я с ним, слышь, водил, блин. Он взял, короче, хапнул. Ладно взял, да? Жадно взял, да. Ну взял червя, не муху. Никак не муху. Сейчас достанем. Сейчас достанем этот. Следы были, нет? Следы были, да. Но следы такие старые, не свежие. Сумку сейчас сразу повесим. Пакет. Че ты, братишка? Давай. Ну, достойный такой, да, бродяга.
Отлично вообще. Солнце, да, я тоже кое-как увидел. Смотрю, у меня поплавок, считай, здоровый. Такой поплавок под воду. Бывало, ребята, вот так проводишь. Перекатом это не назвать. А? Поймал? Взял, да? Григорьевич поймал с ямы, а я вот пробую тут с переката. Пойдет, да? Ну нормально. Вот почему, ребят, такой большой поплавок, чтобы его видно было вот издалека вот так. Если протаскиваешь, вот так. Граммов на 300 аж. Ну это хороший. Это уже сковородник. Ну вот проводка пустая. Проводка пустая. Сейчас попробуем еще раз. Бывает, сразу не берет. Нет, не было поклевки. Ага, ну хорошо. Так, ребят, продвигаемся по такой крапиве жесткой. С этой ямы у Григорьевича сразу же, пока я цеплял, ребят, была поклевка. Пока я там возился с камерой. И, короче, не дотащил он, блин. Ну там тоже товарищ был, полкилограмма. Ямка-то вроде 2 на 2. Хорошая рыба. Но уже в ямах, уже скатился. Блин. Надо пробраться, блин. Ладно, переходим на следующую. Стало солнышко, ребят. Остановились на яме еще одной. Григорьевич поймал тут такого съедобного. Сейчас хотим чайку забодяжить. Котелок нормальный, не? Нормальный котелок? Ну давай. А вон здесь, да? Вытаскивай, да. Ваши тут эти старые. Это наши, ну, Рогатульки туда-сюда. да, ну. Это постоянно. Давай, давай. Ну, на двоих самое оно. Да, не, такой, если Пошли, ребят, по минимуму снаряжения. Мне пришлось разгрузить свой большой рюкзак. Так-то люблю таскать все, ну, все основное с собой. А тут пришлось по минимуму разгрузить, так, потому что идти очень далеко и очень трудно. Чаевский будет не с термоса, а только на костре. Первая остановочка. Попьем чайку с Григорьевичем, перекусим и пойдем дальше. Григорьевич, водичка. Не, каша готовая с мясом. Да, я знаю, там в этом. Сейчас дырочку просто сделаем. Возле костра поставим, она согреется и будет нормал. Нормал централ. Да просто это. Ага. Курирует нахуй тоже, блядь. Ну я понял. Понял. Порезал я нахуй сразу. Вот чаю, бублики. Чаю, бублики. Оба. Сейчас с солью. Как это все дело сделаем. Оба. Черри помидоры ел? А? Черри помидоры. Нормальная тема. Нормально. Ну вот свои. Это Григорьевич свои. Сырок. Сыру порежу. Вот так вот. У нас утром, блядь, суп, картошка жареная, каши, блядь, пару сортов. Это всегда было так. Всегда стабильно, да? И что, блядь. Оба кули в этих же, блядь. Эти, что вообще воевал, нахуй, блядь. Мать, ты тоже, блядь, во время войны пахала, работал.
13 лет, нахуй. У меня медаль есть, нахуй. Это, ну, как Труженик тыла, да? Пиво, да. У меня Ну, пенсия как у отца Ну, тоже. да, раньше вот они попадали, конечно. И, блядь, что осталось, не дай бог, блядь. Не дай бог он сразу. Они и то, и этот, и говорили, блядь, Настя, я, говорит, не могу, блядь. Я, говорит, с 3 лет дергала сиськи, нахуй. Я, говорит, не могу. А, блядь, инженер всю жизнь работала, ну, это, блядь, служащая, не крестьянка, он крестьянка была, она кировская. Ну, вот, ребятки, небольшой перекус с Григорьевичем, кашки. Давай, Григорьевич, за рыбалку. Чтобы было, уже поймали. Ну, Григорьевичу 2 ушло, блин. Обидно, конечно, обидно. О, чаек хорош. И вот в таких дебрях красота. Вот тайга тут конкретно, дикая. Ага, полтайги уже, блядь, вырубили. Ну, вырубили, базара 0, но все равно в таких местах ты что-то редко кого увидишь. Человека, я имею в виду. О, икра. Тут уже, блядь, смотри, тут уже, блядь, что-то Забит, есть. да? Есть Ну, что-то. посмотри, может, этот мушку подберем, может, какую-то. Ту мушку оборвал первую. Тут вороны покушали. Сейчас пару хорезков, ребят, сразу посолим. Солнышко поднимается, надо трофейки почистить. Давай. Соль. Соль. Ну ты этот, а где у тебя? У меня тут. Давай. Да я подержал бы, говорю, посолил бы. Пакет сразу приготовлю. Давай, другой потом. Так. Ты обильно солишь или как? А? Обильно солишь? Или так чисто внутренности? Внутренности и все нахуй. Чтобы малосольный, да, был? Да, потом, я говорю, может, дома можешь помыть его и этот, как тебе сказать, и, ну, она говорит, как, малосольный будет, Угу, понятно. покушать можно. Вам голову, что ли? Голову, это, бля, говысь так гниет. Тот грамм у нас был. Такой ушел один, и такой, бля. Вот тебе уже, бля, пару килограммов убил. Пару килограмм, да. Вот хороший, да, я говорю, попер бы. Ну вот, все потом делаешь, бля. Какая твоя удача, бляха, берет. У меня, бля. Все, Григорьевич, только начинается все, я думаю. Дай бог еще будут трофеи. Да, таких-то, да, они достойные Ну, таких. в рот не раздевай на такие, скажем. Поменьше пусть, нахуй, граммов по 200, хоть, прям, по 300, то что, лишь бы не жигантики, жигантики же отпускаем, нахуй, мелкие. Да? Вот это уже засадил на закуску селедочка, пару человека, можно уже его этот покушать, нахуй, езде щепнуть-то, блядь, да? Ну да, согласен. Ну вот так пока, ребят, дела у нас. Злой переход. Очень злой. Тайгу валит сухими. Очень тяжелый переход. Удочка цепляется. Ну вот как-то так, ребят. Сейчас срезаем угол большой. Поднимаемся. Листвы много еще. Тяжело проходить. Крапива, смородина и так далее. Вон по болвану можно, Григорьевич, пройти. Наверное. Можно. Там плотина бобровая. Только... Он здесь. Тут остров, по этому острову и ходили вроде бы. Ну давай. Вон тут, Григорьевич, можно. Только аккуратно. Ходы бобровые, блядь. Ну-ка, по шее куда не утони. Да не должен. Не должен. Сколько даже мужик ловили. Здесь-то? Ну вообще, правда, жиганы, но небольшие. Ага. Какой-то мелкий жиганюшка. Че издевается? Не могу, все, ребят. Че хочешь, то и делай. Сейчас попробую хвост оторвать у червя, чтобы глотанул сразу. Чтобы глотанул сразу. Давай, дружище.
издевается, короче, ребят, издевается просто. Может, ЮАР. Скорее всего, ЮАР, наверное, долбит. Да. Так точно, ребят. ЮАРчик. Вот такая рыбка. Я-то думал, хорюзок. Иди, беги. Ладно, идем дальше. Ну вот, ребят, пробиваем третью или какую? Четвертую яму. Пока безрезультатно. Третья яма, да, получается. Григорьевич поправляет. Много ям завалило, конечно. Вот, допустим, как раз фарватер Григорьевич говорит, там вот постоянно поклевки были. И как раз такая елка упала. И сейчас вот до нее кидаем, за нее кидаем. Ну, пока не выходит вообще. Хотя он по-любому здесь есть. Даже мелкий жиган он себя не показывает. Будем ждать вечера, может вечером выйдет. А вот так пока тяжелый переход и одна единственная яма и мимо. Хотя бы по одному с ямой, и то было бы хорошо, конечно. Там уже не говорим за такие бешеные клевы. Такие грамм 300 нас бы устроило, да, Григорьевич? Было бы шикарно. Ну пока вот так. Давай, давай, Григорьевич. Есть. Хороший. Григорьевич. Давай, давай, без фанатизма. Григорьевич так крутит этой катушкой. Григорьевич, давай, 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 красавец. Поднимай, Григорьевич. Молодец. Ну-ка, Григорьевич, цинкани-ка там мне. Да, долго вымучивали, да? Вот, ребят, на таких речках бывают вот такие зацепы. Это постоянно. Не рвется, бля. Что-то хорошее взял, бля. Вот так, и грузит. Оборвал. Сейчас как раз мушку и попробую завязать. Ну вот так, ребята, живем пока. Не густо, выкарабкиваем. Товарищи бобры здесь живут. Березку он грыз. Да все они тут и валят эту речку. Как-то так, ребят. Сходили, проверили верхнюю яму. Один попался. Идем дальше. Пробираемся сквозь чащу. Буреломы, бля. На, Григорьевич, возьми. Да, я пить хочу. На, попей. Дай мне тоже попить потом. Попей, дай мне тоже ключевой воды. Напои меня. Как там поется в песне? Ключевой водой, да? Туда-сюда. Холодненькая, нормально. Держи, один котел. Это много нахуй там. Да ты вылишь как надо. Давай потом заливать вместо. О! Блин, я спотел весь сырой, блин. Так, ребят, тормознули на обед. Прошли 2-3 ямы. Короче, взяли только одного хариуса. Ну, вот такой хариус, хороший хариус. Сейчас сразу почистим, засолим. Ну и будет нормально. Где там у тебя жабры? Друган. Сейчас почистим быстренько. Сразу подсолим. Солнышко, санцепек. Там уже 2 малосольных лежат. Ну, короче, вот такая пока бытовуха. Рыба не берет сильно. Конкретно. Но здесь такая рыбалка, в принципе. За такой рыбой, ребят, вот приходится вот так таскаться, лазить. Не факт в том, что ее там добыть, там домой поесть. Но поймать хорошего хариуса. Естественно, на Печоре другой разговор. Ну, у нас. Давай, Сегодня, ребят, на вечер это. макароны с говядиной, так сказать.
сторону говядины, Да, быстро перекусим. Так, что-то горяченького хапнем. Да и нормально было. Поставили чаек, смородина, ништяк. И водичку сейчас. Так, горячего бульончика перекусим и будет нормально. Эти душманы, блядь. Ну да, было дело, бля. А он на заставе, говорит, да. Вышка, говорит, там, дегтярев, блядь, стоит, блядь. И на лошадях, говорит. Ну хуй же я просто. Машин-то, говорит, не было. А ты где служил? Я? Да. Я здесь недалеко. Я на Урале был. Ну, на Урале недалеко. Это я вон под Москвой недалеко. Вот это недалеко. На Урале. А Ураль-то что у нас, да? Урал Да уже- год это там ни о чем, наверное. Я недалеко от этого, нахуй. Вот где эти замочили, да. Группу-то, бля. Дятлова. Но, ну, понял, слышал. 150, нахуй. Севернее нас они были. Там же, блядь, их для это там поубивали, нахуй, я думаю. Чтоб, ну, что видали, нахуй. Ой, Че, Григорий, чайку налью? да, давай. Нет, что-то берет, хватает же еще. Хватает и все, нахуй. Попер. Да, хуёвка. Так, сколько уже пёр-то? Дважды уже, 2 шишки я уже давал, бля. Вот и все, нахуй. Вот весь попёр, нахуй, называется. И бросил, нахуй. Всё, Не, он. ну всё, бля. Ну за что он берётся? За конец или за что? Бля, вылазит, да, ну? Нет, нахуй, вот. Да, не, хорошая поклевка. Только что сейчас такая же поклевка была. Вот всё цело, бля, смотри. Угу. Всё. Берёт. Не хотит. Ага. Что, ребят, после обеда стало намного хуже. Вышло солнце. Солнцепек такой нехилый. Я спотел весь сырой. Пришлось раздеться. Куртку положил в рюкзак. Пробираемся. Руками приходится убирать, потому что баланы, бобровые норы можно провалиться, поломать себе ногу. И от крапивы уже все руки, ребят, в волдырях, потому что крапиву приходится вот так убирать, смотреть. Вот такие баланы лежат на дне. Да, рыбалка, конечно, вообще шикарная. А вот так, ребят, бобры грызут вот такие березы. Вот так ее обгрыз. Даже получился здесь мост. А так вот все полностью чесал. Вышел посмотреть, что происходит. Куда дальше двигаться. Что делать. Чем заняться. Юарик, что ли, мне клюет. Походу, блин. Что-то не понял. Так, дерзко. Так, дерзко берет. Ну-ка, давай еще. Правда, червяк такой разбитый весь. Да, ребят. Такая рыбалка, конечно, жесть. Рыбалка жестокая, но за такой рыбкой приятно походить. Это самый кайф. Что ты ее ищешь,
ходишь? Что такое, не понимаю. Юар, походу, да? Хариус-то он сразу тянет нормально. Ух ты. Да, юар. В траву просто загнал. Бродяга. Вот такая рыба здесь, ребят. Хариус и юар. Юарик. Вижу, да, Григорьевич? Григорьевич, не упусти. Да, красавец, Григорьевич. Молодец. Григорьевич, ты ругаешься, как старый дед уже, блядь. Тебе всего лишь 65. Вот, Григорьевич, переходи уже на такую катушку. Давай я тебе подгоним. Это мячок, бля. Мычок. Мячок. Да ладно. Да? Елец, ребята, представляете? Да. Нормал. Пойдет. Пойму, да. Ну да, елец, конечно. Всегда тут попадают. О, видал? Всегда попадают такие мычки, бля. А мы уже, все, у нас уже настроения никакого, блин. Почему? Ну а что, столько прошли, мимо. Тут поклевка радует, все равно, слышь, хоть какие-то маневры происходят. Хотели, ребят, срезать с Григорьевичем по лесу. Срезали. Такой чупыжник залезный. Это жесть. Вообще непроходимый. Фух. Не знаешь брозу, блядь. Не лезь в воду. Проще было по берегу. Там хоть можно было что-то делать. Григорьевич, чё, хана? Ё-моё, блядь. Чё куда залезли? Чё, Григорьевич, все, приплыли? Да ладно, Григорьевич. Я Ты- тебе сказал, блядь, по земле у меня. Они, Тебя душа не обнаглела, слышь? Что-то тебя боженька прощает с утреца, слышь, нормально смотрю. Смотри, как дал ему заглотить, бля. Второй подряд. Ё-моё, блин. Да Хороший, слышь? на дно пускай, на дно. Что ты дрон Хороший Хариус, хороший, да, нормал. этот тут, ну, Иван, у нас 150 потянет, больше не. Ну тот крупнее был, да, намного? Тот? Да. Тот вообще селедка такая хорошая была. Что, ребят, добрались до зимовья. Так, энного зимовья, который уже не рабочий. Ну, можно перекантоваться, но, короче, тут получается 10 минут хода на гору. С утра я вам показывал. Стояли две лесные будки. Там они отличные, печки хорошие, есть лежаки. Здесь нету лежанки, так что мы здесь отдыхать не сможем, как бы плоховато. Вот сейчас немного покажу, она такая проходная. Такой гадючник, ребят, на столе. Никто не ухаживает. Чага, ну спички, что-то такое. Такие нары. И то нары повыбивали, походу дров не хватало. Взяли, выбили нары, ну это уже просто постелили лапникой. И все. Везде щели. Там щели. Вот потолок уже рухается, вот так его прикрыли. Там вообще все гниет, обвисло. Ну, мы с Григорьевичем решили подняться и отдохнуть нормально, поспать. Сейчас немного задержались, чистили рыбу. Килограмма 3-4 мы Харю задобыли. Но очень тяжелая рыбалка, ребята. Ё-моё, блин. Врагу не пожелаю такой проход. Это сегодня еще так, цветочки. Завтра будем спускаться вниз. Там вообще дебря. Здесь еще кто-то ходит, может как-то обрубает, мнет, там еще что-то. А там дальше все, пропасть. Почистили сейчас Харюза на реке. Посолили. Ну и сейчас набираем воды, потому что там нету воды наверху. Тут есть ручей. Григорьевич куда-то потопал. Какие-то полторашки чайники возьмем. Наберем,
чтобы нам покушать сварить. Да и так, ночью чаи подойдем. Все, ребят, добрались до зимовья. Такого балка получается. Притащили воды. С этого зимовья взяли котелки. Вот минут 10 ходу получается. Недалеко здесь лесорубы работают. Вот с Григорьевичем здесь сегодня будем балдеть. Такая печушка. Вон кастрюли всякие разные, там понятно. Ну все, вот здесь будем балдеть. Столик туда-сюда. Сейчас печку разожгем, костерок, кушать приготовим. Короче, бытом будем заниматься. Давай. А тут этого нету, да? Этого нет уже. Ну зато есть сковородочки, говорю, у меня котлетки там с собой туда-сюда разогрею. По уму салатик сделаю сейчас с майонезиком, как ты любишь. А потом уже надо будет идти домой, нахуй. Пока ты будешь делать, бля. Нет, Григорьевич, все нормально будет. Все будет шикарно. Пока, ребят, Григорьевич разжигает костер. Тут есть сковородочка, есть доски. У нас есть еще наш с обеда. Сейчас сделаю салатик быстренько с майонезиком. И будет нормал. Еще у нас с обеда нарезанная закуска была. Ну не закуска, перекус. Сегодня на сухой Григорьевич не употребляет. А я в одного тоже не желаю. Хорошо, конечно, ребят. Уже тепло стало. Вот так бы сейчас, допустим, мы вот планировали или в лесу ночевать, или вот в той избе. Но та изба такой хлам, ребят, что там просто некомфортно. А здесь все удобства, шикарно вообще. Спасибо, конечно, лесникам. Мы думали, балков как бы не было, потому что думали, что уже по сезону как бы их вывезли. Ну, потому что лес закрыт. Сейчас только начнут морозы и лесники начнут заезжать. А так, оказывается, стоят 2 балка целых. Я думаю, мужики не будут против, что мы воспользуемся ихними балочками. Есть, ребят, сковородочка, есть котлеты домашние. Сейчас просто у нас есть бич-пакет, так как брали с собой в полевые условия, чтобы быстро-быстро перекус и пошел дальше рыбачить. Сейчас, короче, ребят, варим бич-пакет, тупо сливаем воду и получается у нас вермишель готовая. Есть котлеты и будут макароны с котлетами, салат. Самый нормальный ужин, ребятки. Во, тема классная. У меня черви, потому что он завые, блядь. Дальше повесь. А? Ты уже положил на улицу, да? Все, да, я уже убрал колбасу. У меня там в этом, там Колбасу, сыр на завтра я убрал, чтобы она не испортилась. Тут у меня ничего нету, вот я тоже сюда уговорил. Вот салатик готов, Григорий. Ну потом, Все по уму. А ты говоришь, бич-пакет, да бич-пакет. Сейчас сделаем нормальное блюдо. Нет, ребят, масла растительного, но есть бич-пакеты. От него использую немного масла и пожарю котлеты, получается. Я думаю, этого достаточно, так как котлеты домашние. Там в основном, не в основном, там одно мясо, там никакого хлеба там и так далее нету. Так что жир там своеобразный будет. Хлеб всему голова, как говорится. Мужикам надо хлеб хавать, по-любому. Да. Все, да? Ну их много не надо, сейчас на сковородке согреем. Сейчас надо воду слить, Григорьевич. Ну тупо как макароны, короче. И все. Вот так вот пойдет. Ну вот, ребят, такой у нас ужин получается. Макароны с котлетами перемолотыми, салатик, хлебушек, водичка ключевая. Где-то Григорий с чайком прет. Григорий, просто вода, не без чая. без чая. Кофе будем. Кофеек, да, кофеек. И там на десерт 2 вкусные подарочные конфеты. Тут надо сделаем костер. Вот такие воблеры, ребят. На ночь костер. Пару чурок кинь, пускай дымит. Не будет. Ну там лоси, медведи, пускай знают. Видел же переходы какие. Ну что,
Пускай знают, что тут люди. Пизду. А то буду тут, Делаем, да? а то буду возле вагончика пробегать, слышишь, ночью. Ребята, оболочки. Он утеплен, в принципе. Все утеплено. Крыша, потолок. Все, стены, два окна светлые. Ну, это рабочий балочек. Здесь работники отдыхают, обедают, кушают. Печка жаркая. Вообще нормальная печка. Сейчас включу свет. Вот. Ну, тут немного грязно, бутылки, конечно. Вот мои наши вещи сушатся. Какие-то такие КамАЗные сиденья, сделаны из них сидушки, на которых мы будем спать, отдыхать. В принципе, здорово, че. Мужикам огромный респект. Но у них тут свет, получается, вот розетка. Тут, ну, получается, генератор работает, когда наверное, люди занимаются. Кухня небольшая, тут у них посуда, там соль. Ну, короче, как-то так. Что, Григорьевич, там как раз нам по одному воблеру осталось. Это оставим баночку пацанам. Ну что, как ужин-то? Нормал? Хорошо. Вообще огонь. Поели, ребят даже не доели просто. Ну что, тепло, как дома, все уютненько. Сейчас Нормально. кофеек заварили. Правда, на ночь нежелательно. Но Григорьевич говорит, без кофе не могу спать. Что, ребятки, поужинали, ложимся отдыхать. Завтра очень сложный день, очень сложный. Потому что будет такой маршрут. Там держись просто. Все, 8 часов. Встречаем ночь в тайге. Вот на таком месте. Вот в таком балке. Все, печка работает. Все нормально. Костерочек. Все шикарно. И, ребят, всем спокойной ночи. До завтра. Ребят, утро доброе. Время 5 час утра. Встали в 4 утра. Позавтракали уже. Ну, ништяк. Молок нас спас. В принципе, вообще спас, красавец. В той избе бы мы просто встали бы там ночевать, потому что там одни дыры, там бы печку пришлось подкладывать. А тут нормально. Раза 3 мы подкладывали печку. Тепло. Григорьевич здесь спал. Я там спал. Не видно, правда, уже. Отлично. Столик, все как полагается. Печка хорошая, работает. Сейчас по утру получается у нас 6 градусов. Да, 6 градусов. Вчера было 0. Вчера заходили 0, сегодня потеплее. Ну вот сейчас хотим пораньше, по утру выдвинуться и по утру попробовать половить. Потому что вчера как пришли, были поклевки, были сходы. Ближе к обеду вообще перестало толком. И к вечеру там еще поймали. Григорьевич там 3-4 поймал. Я там одного зацепил. Ну, короче, в общем, ставка на утро. Сейчас, правда, заходить роса, лютая роса, будем все сырые по грудь, по шее. Ну, а сейчас пока собираемся. Собираем рюкзаки и выдвигаемся. Все. Спасибо домику, балаганчику вот такому. Сейчас со стороны, ребят, покажу. Вот такой домик. Все, погнали дальше на промысел, так сказать, за сибирской рыбкой хариус. Сегодня тяжелый день, тяжелый путь. Взяли чайники, которые брали с избушки, чтобы воды принести. Сейчас отнесем. Ну и все, ребят. Посмотрим, что сегодня будет. В рюкзаке, значит, у меня килограмма 3 хариус зачищенного уже. Соленого уже. Ну, крупный хариус. 3, наверное, по грамм 400. И такие по грамм 300, 350 остальные. Мелкого не было вообще. Но очень редкий. Очень редкий. Что, ребят, понеслась душа в рай. И чувствую, что пробит
Тропин Бродин, бляха-муха, новый Бродин. Подарок этого года. Есть где-то дырка, блин. И по таким чащам ходить, так естественно, не только пробьешь такие. Сейчас, ребят, поднялись на бор здесь. Ну, низина непроходимая. Сейчас около 3 или 4 штук я насчитал глухарей. Такие красавцы поднялись, ё-моё. Где-то вон там, вон с этих берез там сидели на земле. Такие дуры, блин. Красота вообще. И по реке поднимали 3 или 4 утки, наверное. Прям в упор. Ну, то, что мы пока видели. Много рябчика спархивает. Дичь тут есть. Дичь тут есть. Вот так, ребят, приходится мучаться. Постоянно все запутывается. Вот так и проходим. Так и проходим потихоньку. Григорьевич поймал хорошего хариуза. Я поймал еще пару ельцов. И все пока. Пробираемся от ямки к ямке. В надежде, что там ждет хариус заветный. Очень, конечно, мешают кочки снизу и бобровые норы. Проваливаешься в них, очень опасно. Можно ногу повредить. Вот так идешь, ребят, хоп, такая кочка, вон, видите? Нора такая. Я уходил по пояс 2 ногами, блин. Неприятно. Нормально хариус. Жигоняра. Что ты хочешь? Все равно добрали. Вон, блядь, показывают, ловят-то нахуй. Больше этого никто не ловит нахуй. У нас еще, блядь, крупный, блядь. Все. На, сумочку дай. Ну, думаю, там один был, нет, Григорий? Да нет, куда же, может они сюда, там. Вот такие сигаретки, ребят. После таких прогулок не выдерживает ни любая пачка. Все мокнет, все сыреет, все в траве и так далее. Нет, ты раз говорил, помнишь, Григорьевич? А? Вот так. Эту березу точно помню. Эту? Да. Вот так мы уже между проперли, нет? Ну сейчас вот эти кочки, вот они, начинаются уже. Да, знаю. Сейчас ноги будем ломать. Давай вперед пойдем. Вот эти кочки, блядь, но. Вот тут, я думаю, что не пройдем, блядь. Здесь у нас проходили. А мы здесь, нахуй. Нет, помню, да, вот мы что-то как-то брали. Левее, ты вроде говорил, левее бери, Андрюха. Ты говорил, когда типа мало ли один пойдешь, вот здесь, типа там ориентиры ты мне показывал, помнишь? Да я хуй, да, не помню. И вот эти кочки, да, я вот помню. Еще Лёшка лося была. Сейчас этого уберу. Подвину чуть, бродяга. То уйдет, да. Ну, достойный. А там пускай полежит пока. Опа. В таких дебрях, бля. Да я его подсек, говорю, тут чуть не упал, блин. А? Нет, этот. Подсек, говорю, этого. Чуть не упал, блин. А. Тут там перекаты обходим. Говоришь, на сумку бери. А? Сумку бери. Что у нас меня туда влезает уже? Бля. Ага, хорошенький, такой же, как и тот нахуй у меня. Первый как бы. О, ну, бля, в этом году нахуй, смотри, бля, хорошие, да, эти.
попадают. Легка нахуй. Ну, Ну вот туда и щуку, да, этот, ельцы. да. А сюда уже что, туда и будем, да, солить? Соли, да. А это тоже потом чуть-чуть можно посолить. Да, слегка. Слегка-то можно посолить. Ну что, щуки-то, блядь, не хуёвые, да, блядь. Нормальные щуки, да. Ну это-то да. Харюза тоже Ну, симпатичная. блядь, мучки-то, блядь, ебать, чего. 4 щуки, да, говоришь, да, это. 4 щуки, 3, 6, 9 этих, блядь. 9, блядь. Я 8 носить было у тебя, этих мычков-то, да? 8. Ну, бля, я харюсь такие красивые. Блядь, главное все, блядь. Это тоже не хуёвый, мелкий-то, блядь. Не такой же жиган, блядь, правильно, блядь? По сравнению с этим, это жиган, нахуй. Ну нахуй. Ловили-то, бля, ебаный в рот каких то. Ладно, я сейчас возьму штуки 3 этих вот. Там почищу, и сюда брошу, а потом соль туда кинем нахуй, да, и как? Куда? Или каждый будем отдельно солить. Контрасолим чуть-чуть, что? Ты что, не буду убегать? Нет. Не знаю, Григорьевич, как хочешь. Я так слегка уберу, может, блядь, потом это, баба дома пожарит. Вот такие, бля, жирные, ебись. А, не с икрой, бля. Так. Так. Надо поймать, что его, бля. Но его не трогай. Моего, говорит, не трожь, да? Заглотил? Да. Ну, бля, ты жар пошел, бля. Целого червя заглотил. Так, а ты говоришь, зря мы туда пойдем, нахуй тут, блядь, будем делать, блядь. А вот там что ты, блядь, хуй его, блядь. Хлопался, блядь, поймали, нет бы там что-то, блядь. Ну, здесь не были, нахуй, в поле это, блядь. Таежные. Че, Григорьевич, давай. Горяченького. Ну такой, да, смотри, чернявенькие, да? Добротный харюс, добротный. Сколько? Через 35 сантиметров. Да. Нормально. Да, 300-350 где-то есть. Да, хороший. Нормально, блядь, там, считай, почти все. Хороший, хороший. Ну ты, блядь, положил. О, видишь, тут все, блядь, на кружку, блядь. А ты себе наливал полную, да? И Да. вот тут только капелька одна осталась. Ну, тут маленькие деревья были. М, Только дальше было, ой, блядь. Я скажу, 25 назад. Болото голимое, но... Опа. Давай Не давал. карман давай отрежу. Для чего, в карманах ничего не хочешь носить? Ну а что сделаешь-то, Вот ёба? это отрежь, дай. Этот, и Ух, всё. отрежу. А, не хватит, нахуй. Бумага-то чё, блядь, она может это. Тряпка-то есть тряпка, нахуй. Блин, как сейчас... Да, сейчас как ты что, Григорьевич, надо мотать тебя. Куда мотать, нахуй? Ну, говно к заразе не пристает. Вот сюда, вот так вот, давай, через палец, да. Подожди, давай еще оборотик сделаем. Ну, делай, да. И опять через палец, так, через палец. Вот так, давай сделаем. Да. Вот так. Ёпта, в лучших дах Лондона, нахуй. Да. Скажи еще, бля, лучше клиники, бля. Чтоб просто не остановилась. Ну, нормально, вот так пойдет? Нормально, да. Все, я на узел делаю, Да, чтоб этот... делай так, блядь, как хочешь. Вот и пообедали, так сказать, бля. Ну, что блядь, нормалек, все, что ты, блядь, оставил? Если, блядь, я тяпнул, так его нахуй, да, другой раз говорю. Ну все равно неприятно уже, бля. Ну-ка, что ли?
что, ребят, время у нас 2-3 часа дня. Подошли уже еще к одному месту. Но мы все спускаемся, ребят, получается, по реке. Ну, тут уже видно, такие тропы набиты. Здесь уже народ ходит, заезжает с этой дороги. Но здесь такие, недалеко заходить, можно приехать. А с Григоричем мы ходили там, где, ну, там уже так, не каждый там осмелится полазить. Ребят, бурелом, такая действенная тайга, красота просто. Но сил уже нету, ребят. А еще идти, мама родная. Еще и до дома семерку. Что, ребят, время 5 получается вечера. Маршрут нашел 12 часов, получается, ровно. 4 раза мы останавливались на чаепитие, 1 раз на обед. Ну и все, вышли на переправу такую заваленную уже. Там делянка. Все, сейчас пойдем по дорожке домой. Поставили чаечек, соль. Взял сейчас вечерний улов. Почистим. Добыли немного харюза. Ну так, пойдет килограммов 4-5 может. 4 щуки и пакет мыков, ельцов. Так что сейчас почистим вечерний улов и будем сворачиваться. Ну вот, ребята, подошла к концу двухдневный поход за харюзом. Рыбалка сложная, трудовая, ребята. Ноги аж подкашиваются. Ну, этого стоит. Сибирская рыбка поймана в количестве 5 килограммов. Уже чищенная, соленая. Уже сейчас придем, уже можно кушать. Вот прощаемся с речкой. Говорим речке пока. Ну и вам, пацаны, пока. Увидимся на рыбалочке. До новых встреч.